Потребность в экономической интеграции не случайна, так как от Советского Союза государствам Центральной Азии досталась единая инфраструктура, например, единая энергетическая, водная и дорожная системы. Еще остались тесные кооперационные связи между предприятиями стран бывшего Союза. Одним словом, после развала СССР страны региона сильно зависели друг от друга. Развал Советского Союза и деление на национальные республики, она как принесла как и положительные, так и отрицательные. Положительное – это то, что у каждого появились национальные государства. Отрицательное, что все-таки экономика наших стран она была разорвана. Советский Союз, что это такое было? Чтобы удержать все регионы, чтобы они не разрушились, мудрые прагматики Советского Союза, они создали взаимозависимость между всеми республиками. Например, чтобы собрать трактор в Белоруссии, нужно было, у нас в Кыргызстане производилось там 30% запчастей от трактора, еще где-то в Новосибирске еще 20%, в Узбекистане 10% и так далее. В разных республиках производились разные части трактора, и все они отправлялись в Беларусь, и в Беларуси они собирались в единый трактор. То же самое было во всех аспектах экономики. После распада СССР вот эти хозяйственные связи в рамках СССР, они стали разрушаться. Многие из них были искусственные, потому что они на самом деле были не построены ни на рыночных принципах. То есть, когда у вас завод условно в Харькове, а сырье у вас производится где-то в Иркутске, и через всю страну, огромную страну, надо его везти, советская власть, плановая экономика эти издержки покрывала. Она говорила, мы издержки транспортировки берем на себя. В рыночной экономике, естественно, такого рода хозяйственные связи были неэффективны. И что произошло, когда мы стали независимыми в 1991 году? Оказалось, что все наши заводы производят не полный продукт, а только часть продукции. И к тому же для мировой промышленности это не актуально. И, соответственно, таким образом разрушили промышленность во всем Советском Союзе бывшем, в том числе и у нас. В результате заводы были распроданы, там металл был продан просто, станки были вывезены, и промышленность была убита просто. То же самое произошло с легкой промышленностью. Соответственно, вот эти связи между странами и регионами, и вообще всего бывшего Советского Союза, они стали разрушаться. Это было одной из причин достаточно глубокого спада в экономике, который происходил в 90-е годы. Были руководители, которые стали единовластными хозяевами, и они уже ни перед кем не отчитывались. И реформы они делали с точки зрения их понимания. Понятно, что для того, чтобы контролировать все, они должны были держать экономику в своих руках. Наши руководители держали всю экономику в своих руках. Но другой вопрос, какими способами, какими методами. Государство – это чиновники. В головах наших чиновников очень сильно сидит политика философии импортозамещения. Давайте сами все будем производить. Якобы, если мы будем сами все производить, это будут рабочие места и, соответственно, доходы людей. То есть не будем покупать импорт, а будем сами производить. На самом деле это порочная политика. Все страны, которые проводили эту политику, они все, пока ее проводили, были бедными. Узбекистан, к сожалению, очень много потерял из-за политики, которая проводилась при президенте Каримове. На самом деле, еще при советской власти Ташкент был региональным центром всего региона. Культурный, экономический, финансовый центр. Мы это все потеряли из-за политики. Узбекистан, наш сосед близкий, принял решение в какой-то степени самоизолироваться, сконцентрироваться больше на внутреннем производстве, сконцентрироваться на внутренних ресурсах, и что повлекло за собой снижение активности, деловой активности между странами. И, как мы все понимаем, Узбекистан, будучи в центре, автоматически начинает влиять, если он закрывается или если он принимает какие-то такие решения, он автоматически начинает влиять на торговлю во всем регионе. Узбекистан, у них свои плюсы были, у них история, культура, но в то же время они не занимались приватизацией. Например, в Казахстане можно положительно и отрицательно оценивать. Самое главное, в 1992 году был принят закон о массовой приватизации, когда вдруг все стали хозяевами квартир, мелких каких-то сбыточных организаций, производственных таких, которые обслуживают население, услуги. То есть Казахстан вдруг стал рыночной экономикой. В Узбекистане этого не было. Начиная с середины 90-х годов, Узбекистан стал проводить политику изоляции, самоизоляции. Вводились искусственные границы, барьеры на пути торговли. И не говоря уже о движении капитала и рабочей силы. Просто даже элементарно у нас долгое время не было свободной конвертации. Соответственно, импортные товары нельзя было просто так завезти в Узбекистан. Были очень высокие таможенные платежи, были просто настоящие запретительские барьеры на границе, даже просто для перемещения людей. Скажем, с Таджикистаном у нас был даже визовый режим, и людям, чтобы приехать из Узбекистана в Таджикистан или наоборот, надо было получать визу, ехать в столицу, хотя
тот кишлак, в который вы хотели попасть, он находится там в 500 метрах от вашего кишлака. С Кыргызстаном у нас даже не было визового режима, все равно граница была на замке. Политика, учитывая, что Узбекистан самая населенная страна региона, что он находится в центре региона, она очень негативно сказалась на интеграции всего региона. Я удивлялся, потому что Узбекистан с советских времен это люди, которые, узбеки, таджики, они с советских времен торговали от Риги до Владивостока. А здесь такого не было. Вдруг казахи стали самой рыночной нацией. И Казахстан в этом плане, он сильно обогнал. Вот все четыре, вот если брать эти 4 республики, да, 4 страны, мы сильно обогнали. Считается, что если людям не мешать, они найдут самый лучший способ ведения дел. Соответственно, если бизнесменов не трогать, они сами что-то придумают и создадут очень успешный кейс, да, успешный бизнес, дело, и оно будет кормить всех, кто к этому причастен. И, естественно, и государство, в котором оно развивается. Так случилось с легкой промышленностью в Кыргызстане. Рыночная экономика построена на частном предпринимательстве и на конкуренции. Еще одна особенность госсектора – он разрушает конкуренцию. То есть госпредприятия, они не будут же конкурировать с кем-то, они должны быть одни на рынке. В Узбекистане госсектор, к сожалению, сейчас до сих пор доминирует. У нас больше 50% ВВП производится государственными предприятиями. Это колоссальная цифра. В странах с развитой экономикой это 10-20% максимум. В Америке вообще нет ни одного государственного предприятия, вообще нет. Все, даже оружие производится частным сектором. Даже в Китае центральному правительству принадлежит предприятие от силы производящее где-то 13-15% ВВП. А в Узбекистане больше 50%. По сравнению с развитыми мировыми державами, в каждой из стран Центральной Азии доля государственного сектора в экономике очень большая. Хотя со временем она показала свою неэффективность, процесс продолжается. Также наблюдается монополизация отдельных отраслей экономики. Есть проекты, где государственный сектор может быть более эффективным. Есть очень много проектов, где частный сектор в более лучшей позиции для того, чтобы сделать проект более эффективным. Но есть и механизмы, где и государственный сектор, и частный сектор работают вместе. Так называемые проекты государственно-частного партнерства. Когда, предположим, государство может отдать в управление линию электропередач, или аэропорт, или сеть школ, понимая, что частный сектор может более хорошо или более эффективно управлять этим активом. В наших странах, в некоторых отраслях экономики, часто во многих отраслях, достаточно высокий уровень монополизации. То есть там, скажем, 1-2 компании, которые доминируют на рынке, а монополия – это всегда плохо, она мешает развитию. И открытие границ, интеграция, она эти монополии зачастую разрушает. То есть вы можете быть монополистом там, одной компании в маленькой Кыргызстане, а во всем центральном азиатском регионе вы уже монополистом не будете. И конкуренция заставит вас работать на потребителя, заставит вас снижать издержки, повышать эффективность, что очень хорошо влияет на развитие экономики. Вопрос монополии – это очень острый вопрос во всех странах Центральной Азии, и в Таджикистане, и в других странах пытаются найти вариант работы, при котором ключевые сектора останутся под управлением государства, да, и в сложные времена эта модальность, она показывает свою эффективность, но при этом есть сектора, где приход частного сектора или конкуренция частного и государственных секторов приносит только пользу и тем, и другим. Отсутствие конкурентов очень часто убивает монополиста. То есть монополист перестает развиваться. Для того, чтобы в современном мире экономики могли развиваться, нужны современные технологии, нужны и зарубежные инвестиции. Не столько деньги, сколько именно зарубежные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, которые приходят вместе с технологиями, вместе с опытом. Деньги-то, в принципе, можно найти, а вот опыт и технологии, они так просто не находятся. Соответственно, наши страны кровно заинтересованы, чтобы в наши страны, в наш регион шли иностранные инвестиции, прежде всего прямые иностранные инвестиции. Казахстан начал делать упор на привлечение иностранных инвестиций. Узбекистан нет. Кыргызстан бы рад бы, но он мало интересен кому. Инвестиции – это ресурсы. Да? И если посмотреть на страны Центральной Азии, с ресурсами здесь проблемы, с финансовыми ресурсами здесь проблемы. То есть получается, что ресурсы нужны для того, чтобы здесь происходили новые проекты, они создавались, они развивались. Давайте подумаем с точки зрения иностранного инвестора. Приходит он, пусть даже в Узбекистан, страна с самым большим населением.
но уровень жизни невысокий, платежеспособный спрос небольшой. И, в принципе, даже 35 миллионов населения тоже не такая уж большая страна, которая бы была привлекательна для инвесторов. Другое дело, если мы возьмем весь регион, это уже почти 80 миллионов населения. Уже сопоставимо там, с такими странами, как по населению Турция, Иран, конечно, меньше, чем Пакистан, Индия, Китай, но даже в какой-то мере сопоставимо с Россией. Соответственно, если наши страны будут представлять собой единое экономическое пространство, то для инвесторов это очень большой плюс. Они будут открывать завод, скажем, или там в Шымкенте, или в Худжанде, или в Ташкенте, или еще в каком-то городе, и будут работать не на одну страну, а сразу на несколько стран, на весь регион. Рынок сбыта для них расширяется. А что делать для того, чтобы в Центральной Азии было больше инвестиций? Конечно же, создавать условия для этого, создавать работающие институты, которые нацелены на защиту прав собственности, которые нацелены на создание независимых судов, которые позволяют инвестору заходить и выходить из проекта максимально безболезненно. Ситуации, при которых инвестор может в обозримом будущем прогнозировать максимально точно свои налоговые отчисления. Это ситуации, при которых инвестора не беспокоит вопрос того, что будет с его бизнесом, если поменяется президент или правительство, или премьер-министр. И это осознавание того, что его инвестиции будут защищены законодательством в целом. То есть вот эти вещи нужно делать. И мы видим, что процессы идут, принимаются законы, рост инвестиций происходит, и есть некая здоровая конкуренция также между странами Центральной Азии, да, когда, предположим, тот же самый Узбекистан ставит новую планку для своих соседей в том, как привлекать инвестиции, в том, как делать реформы, которые нацелены на привлечение инвестиций. В этом отношении, конечно же, открытость стран Центральной Азии для друг друга в части передачи знаний и примеров является очень хорошим фактором. Почему политика часто неэффективна, хотя, казалось бы, очевидно, да, или правила игры плохие, казалось бы, вот есть очевидные хорошие правила, поменяйте хорошие на плохие. Есть частные интересы, которые часто преобладают над общественными. То есть, когда плохие правила, плохая политика, она плохая, и плохие правила для экономики в целом. Но для кого-то они могут быть очень хорошие. То есть они получают какую-то коррупционную ренту, монопольную ренту. И они, естественно, против того, чтобы эта политика менялась. И, казалось бы, здесь миллионы людей, а здесь там 20-30 человек. Но часто, особенно если нет демократических институтов или они не развиты, 20-30 человек имеют гораздо больше власти, чем миллионы людей. И они проводят соответствующую политику. Часто неправильная политика проводится по чисто экономической неграмотности. И реально не понимают, что они неправильную политику проводят. И в каких-то случаях это удается исправить. Но часто идет сочетание первого и второго фактора, когда и неправильно понимаете, и еще это подкрепляется тем, что мы еще с этого хорошие доходы получаем. И, соответственно, изменить ситуацию в этом случае очень сложно. С 90-х годов прошлого века страны Центральной Азии стали переходить от плановой экономики к рыночной. Но незавершенность рыночных реформ и неразвитость демократических институтов негативно повлияли на развитие экономики. Прошло более 30 лет, но ни одна из стран региона не смогла превратиться в страну-производителя. Хотя попытки для этого предпринимались серьезные. Страны региона в международном разделении труда остаются преимущественно источниками сырья и поставщиками рабочей силы. Если мы, каждое из государств, будем укреплять свою собственную экономику и политические системы так, чтобы они развивались стабильно, в интересах всех граждан, чтобы не было дестабилизации, чтобы все богатели. И тогда нас будет тоже уважать. Если же у нас будет внутри наших стран развал, раздрай, коррупция и так далее, то тогда даже вместе объединившись, мы не сможем, объединив минусы, превратить это в плюс. Мы заинтересованы в сильном развитом Узбекистане, в сильном развитом Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане. То же самое они заинтересованы в нас. Когда мы будем сильными, тогда это превращается в кумулятивную силу, позитивную, которая делает всем выгоду, общую выгоду. Поэтому я думаю, что так мы должны сейчас относиться к соседям и к нам самим. Это большая проблема развития нашей экономики. Когда нас спрашивают, почему Европа, там, другие страны, Сингапур за 30 лет там уже небоскребы стоят, а наши за 30 лет, вот как был, там Бишкек так и стоит. Нам сложнее торговать, и нам сложнее вести экспорт-импорт, чем тем странам, которые рядом с морем или рядом с судоходными реками. Это государство, это таможенные пошлины, это транспортировка, да, которая стоит существенных денег. Вот потому что мы заперты со всех сторон землей, да, странами, соседями, у которых тоже нет доступа к морю. Соответственно, есть много-много таможенных постов, которые надо пройти. Мы, будучи зажаты внутри континента, не имея доступа к открытым морям,
мы имели очень высокие издержки по экспорту и импорту. Это большая проблема, которую мы не решали долгие годы. То есть мы, более того, сами создавали проблемы, создавая препятствия на границах внутри региона. Плюс еще коррупция, что сказывалось на себестоимости товаров. То есть мы были неконкурентоспособны. Хотя, например, с точки зрения глобальной экономики, мы все должны были давно уже войти в цепочку добавленной стоимости. Каждая из наших стран. В глобальной экономике. То есть мы должны были стать важным участником этой экономики. Но мы не стали, потому что мы с друг другом не взаимодействовали. И по отдельности также мы не показывали некую эффективность. То местные производители, соответственно, ограничены в возможностях продавать только на местном рынке. Местные рынки, опять-таки, маленькие. Соответственно, и производство будет небольшие масштабы. Во многих отраслях экономики, особенно в промышленности, действует так называемый эффект масштаба. Если у вас маленькие масштабы производства, то у вас издержки на единицу продукции тоже будут высокие. Для того, чтобы их снизить, надо увеличивать масштабы. А если вы работаете на местный локальный рынок, вы масштабы увеличить не можете. Соответственно, региональная интеграция, она позволяет увеличивать рынки сбыта, тем самым увеличивать масштабы производства для конкретных производителей и тем самым снижать издержки производства, делать их продукцию более конкурентоспособной. А для среднестатистического представителя малого и среднего бизнеса работать в экономике 10-миллионной экономики, как экономика Таджикистана, и работать в 70-миллионной экономике – это совсем другие вещи. Если и произойдет такая хорошая интеграция, прежде всего по экономическим соображениям, потому что это очень выгодно. Есть игры постоянной суммой. То есть, когда два игрока играют, если вы хотите получить больше кусок пирога, вы должны этот кусок отнять у второго игрока. То есть, если у кого-то больше, у другого меньше. Вот в современной экономике игры положительной суммы, разрастающей суммы. За счет интеграции, за счет кооперации, за счет специализации, разделения труда пирог сам растет. И, соответственно, каждый из игроков может получать все больше и больше. И вот экономическая интеграция – самый наглядный пример вот таких игр с положительной суммой. Чем больше мы интегрируемся, чем больше мы объединяемся и устраняем барьеры для экономической деятельности, тем больше наш пирог, который мы делим. Международное разделение труда, в том числе региональное разделение труда, и вот прочие эффекты, эффект масштаба, конкуренция, они все увеличивают эффективность, увеличивают размер пирога, повышают уровень жизни, повышают размеры наших экономик. Это главная необходимость. Интеграция, если она происходит на добровольной основе, не то, что кто-то кого-то завоевал, да, как чаще всего и происходила интеграция, а на добровольной основе она может идти только со стороны экономики. Политики в последнюю очередь будут договариваться о политической интеграции. Экономическая интеграция заставит уже осуществлять какую-то политическую интеграцию. Когда вы взаимосвязаны с точки зрения бизнеса, это также хорошо для решения каких-то политических или социальных проблем. Потому что чем сильнее вы взаимосвязаны с точки зрения бизнеса, тем больше у вас желания решить вопрос мирным путем. И в этом плане я за то, чтобы эти процессы усиливались, продолжались, и экономическая интеграция происходила. Между тем, страны Центральной Азии несколько раз пытались интегрироваться, создав единую экономическую зону. 1994 год. Казахстан и Узбекистан договорились о создании единого экономического пространства. Позже к ним присоединился и Кыргызстан. Эта организация получила название Центральноазиатское экономическое сообщество. В 1998 году после гражданской войны в этот состав вошел и Таджикистан. Позже, в середине 2000-х, попытка экономической и политической интеграции стран Центральной Азии провалилась. В последние годы на интеграцию Центральной Азии оказывают негативное влияние такие внутрирегиональные факторы, как, например, неопределенность границы между странами и отсутствие четкого соглашения между странами Верховья и Низовья о совместном использовании водных ресурсов. Влияние внешних и внутренних факторов создали преграду для того, чтобы создать единую экономическую зону в Центральной Азии и интегрироваться. Экономика, видите, бизнес когда работает? Когда государство четко определено. Эта территория та, чья, эти месторождения, чьи. То есть ее должно быть законодательно закреплено. Самый болезненный вопрос, например, между, например, тот же Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, это, конечно, вопрос Ферганская долина. Есть анклавы, в рамках анклав, которые четко не определены границы. Есть ряд факторов, которые мешают интеграции. До сих пор не решены вопросы демаркации, делимитации границ. В частности, мы все были свидетелями того, что недавно были проблемы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Узбекистан с Кыргызстаном подписали договора, которые очень четко разграничивают сейчас обе страны. Мы видим, что у Казахстана эти вопросы тоже закрыты уже. Мы ожидаем, что Таджикистан и Кыргызстан тоже смогут в ближайшее время решить этот вопрос
в дипломатическом русле, и чтобы снять этот градус напряжения во взаимоотношениях, который непосредственно, конечно же, мешает бизнесу. Казахстан этот вопрос решил в 2007 году. Где-то взаимно мы обменялись землями, например, с тем же Узбекистаном, например, нас интересовал тогда Коксарайское водохранилище, контррегулятор. Мы отдали им земли Кызылординской области. То, что касается Кыргызстана, вот наш партнер центральноазиатский, крупный, здесь вопрос тоже решался именно с точки зрения поставок воды и электроэнергетики. Мы нашли общепринятое решение, и в результате этого мы, конечно, подписали договор. Самый болезненный вопрос для всех наших центральноазиатских государств – это, конечно, водный ресурс. Есть два низинных государства, это Узбекистан и Казахстан, и есть горные две страны, Таджикистан и Кыргызстан. У них имеется в наличии водные ресурсы, и в рамках этого водных ресурсов они могут развивать энергетику. В Казахстане 8 личных бассейнов, да? Только один бассейн из 8, он берет начало в Казахстане, остальное все идет извне. Соответственно, мы очень сильно зависим от водных и энергетических ресурсов. Те страны, где рождается вода, благодаря горам, благодаря ледникам в горах, это вот Таджикистан, Кыргызстан. И отсюда проистекает очень много истоков. Отсюда идет Амударья, Сырдарья, да, и отсюда идут притоки, которые питают Афганистан, Казахстан, Узбекистан. Соответственно, со временем сейчас происходит изменение климата, ледники тают и не восстанавливают, скорость восстановления ледников снижается. Население региона растет, водопотребление растет, соответственно, особенно в Узбекистане, да, использование хлопка в какой-то момент там, хлопок это такая дикая техническая культура, которая высасывает все ресурсы из земли, требует очень много воды. Да. Соответственно, вот такие вот проблемы приводят к тому, что воды становится все меньше и меньше. Наши соседи, например, на нашу страну давят, говорят, увеличьте отпуск воды, давайте больше воды. Развивать конфликт, например, вот энергетика, да, Аргунская ГЭС. Вот конфликт между Таджикистаном и Узбекистаном, он продолжался больше 20, пока был жив Ислам Каримов, да, он долго продолжался, и Таджикистан он не мог закончить. По большому счету это важный инфраструктурный проект, но опасения Узбекистана это были связаны в первую очередь с подачей воды. Она же низовая, развитием сельского аграрного хозяйства. Получается, для того, чтобы заполнить, там какую-то часть воды надо было забирать. И вот именно такой конфликт, он приводит к тому, что не решаются многие вопросы. Значит, Таджикистан строил Рагунскую ГЭС, Узбекистан начал блокировать поставки тех или иных продукций. Или, например, бывает так, что проблема, например, возникает с Казахстаном и Кыргызстаном, да? Мы что делаем? Перекрываем границы. То есть мы друг другу находим причины и перекрываем границы. Когда мы перекрываем границы, понятно, что это накаляет обстановку между нашими руководителями. Стоит отметить практически очень серьезная трансформация взглядов и инвестиций в энергетические сектора стран Верховья. Получается, что были анонсированы инвестиционные проекты между Узбекистаном и Таджикистаном в строительство 2 электростанций на реке Заравшан. И также инициированы были инвестиции со стороны Узбекистана и Казахстана в строительство крупнейшего энергетического объекта в Кыргызстане – Камбараты. То есть это инвестиционные проекты, которые 10 лет назад были практически невозможными для восприятия, потому что риторика президентов тогда была крайне негативной в части возведения крупных гидроэнергетических проектов в странах Верховья. То есть это тоже вот пример того, что с приходом нового руководства в Узбекистане, с очень прагматическим подходом лидеров других стран, видоизменился процесс инвестиций также. Токойское водохранилище, оно контролируется Казахстаном в определенной степени. Да? Сейчас стратегически вот, водохранилище с Узбекистаном, тоже узбекская сторона участвует, да, в распределении. Кировское водохранилище, да, Токтагульское водохранилище, оно тоже сбрасывает воду соседям, потому что есть политические причины, да, почему оно не может не сбрасывать. Есть и экономические причины. Если мы не дадим им воду, у них будет засуха, соответственно, они нам перекроют границы. Да? Буквально вот так разговор идет. Соответственно, наши спускают воду, и у нас нехватка электричества. Наши пытаются обменять отданную воду на электричество потом зимой, да, но все равно нам приходится закупать это электричество, например, у Казахстана, Узбекистана, да, зимой, когда нам самим не хватает электричества, потому что мы всю воду сливаем летом. Соответственно, со временем, с ростом населения этой воды не будет хватать. Вода – это ресурс, ограниченный ресурс, который активно используется, и это должен быть, безусловно, платный ресурс с точки зрения потребителя. Кто потребляет, должен платить, иначе это станет дефицитным ресурсом. Если вода будет бесплатная, ее будут тратить неэффективно. Но это отношение, скажем так, поставщика воды с потребителем. Надо ли платить странам, которые находятся внизу,
странам, которые находятся наверху. Есть залежи нефти, мы ее добываем, мы эту нефть продаем. Или, скажем, есть где-то наверху озеро, мы с этого озера качаем воду вниз и за это получаем деньги. Но если речь идет о движении естественном рек, вот я себе не очень хорошо представляю, потому что естественное движение рек по рекам – это чисто природный процесс. Причем вода же она берется ниоткуда, она испаряется, потом поднимается и потом уже опускается вниз. То есть это вот такой кругооборот воды в природе. Поэтому полагается ли что-то за такую воду странам, которые находятся наверху, я не знаю. Это естественный процесс. Если страна, которая снизу, не прилагает каких-то дополнительных усилий, чтобы поставить дополнительную воду, тогда это дар природы, а не заслуга страны, которая находится наверху. Вот все углеводороды расположены в основном очень мало в Узбекистане и очень много в Казахстане, да, так скажем. Но хотя нам вот в свое время там, например, Назарбаев говорил, что вода это Богом данная вещь, ей надо делиться, да, никто из нас не сказал там, а нефть это тоже Богом данная вещь, ей тоже надо делиться, никто так не говорил. И нефтью в обмен на воду у нас обмен не был налажен, потому что добыча нефти дорогая, добыча воды там ничего не стоит. Да, там. И вот у нас не смогли договориться о том, чтобы хотя бы какая-то часть углеводородов приходила к нам подешевле. Соответственно, вот такое неравенство существует. Еще размер наших стран, да, Таджикистана, Кыргызстана, он такой, что мы не можем быть грозной военной силой и сказать соседям: нет, дайте нам нефть, иначе мы перекроем всю воду. Да? Мы не можем это сказать. И перекрыть воду тоже физически непросто. Можно просто, конечно, наполнять водохранилище до краев, и тогда у всех будет засуха точно. Но я думаю, что у соседей армии достаточно, чтобы нас принудить опять давать воду. Да? И вот эта проблема. А в будущем во что это выльется, это просто кошмар. Это, возможно, будет какой-то... Мы все договоримся и как-то рационально начнем использовать воду. Это один сценарий. Да? Второй сценарий. Будут просто жестокие конфликты, да, за распределение воды. Регулирование водных потоков, то есть регулирование подачи воды, да, это сложный технический и гидротехнический процесс. Да? То есть получается, что в странах Верховья есть дамбы, да, за которыми нужно смотреть, которые нужно обслуживать. Да, это большие объемы воды. И, соответственно, с точки зрения бизнеса появляются расходы, которые нужно как-то покрывать. Потому что дамбы имеют функцию не только выработки электроэнергии, но также и регулирования подачи воды. Получается, что они служат для стран низовья также. Вот эти механизмы должны, конечно, быть приняты во внимание, когда обсуждаются вопросы. Вода – это жизнь, да, и вот то, что только у нас слабая армия и малое население, мешает нашей стране, например, навязывать волю другим странам и говорить: платите за воду. Да. Тем не менее, мы должны к этому прийти, к тому, таким образом, чтобы другие страны сами поняли, что надо платить за воду. Чтобы не угрожали нам своими армиями, почему бы нам не договориться? Да, пусть они покупают воду, да, пусть они обменивают ее на нефть. Да, у них есть нефть, у нас есть вода. Давайте меняться. Да, нефть, конечно, удельная ценность выше. Ну, давайте тогда курс сделаем нефти ниже, воды ниже. Ну, давайте, пусть это будет товаром. Бутилированная вода уже товар, и бутылка воды в Казахстане стоит уже дороже бутылки нефти, да, бутылки бензина. Поэтому к этому надо приходить, и это нормально. То есть вода в Центральной Азии должна стать товаром, это залог мира. Все вызовы, которые перед нами существуют, также являются и возможностями. Мы говорили о проблеме воды, проблеме энергетики в странах. Эти проблемы имеют свое решение. Главное, чтобы была воля со всех сторон, желание эти проблемы решить. Я думаю, что эти проблемы также могут стимулировать рост эффективности наших экономик, переходить на более эффективные способы орошения, энергопотребления, продвигать вопросы перехода на более зеленые технологии. Эти проблемы и решение этих проблем, совместное решение этих проблем могут быть залогом создания более прочного фундамента для интеграционных процессов. Потому что чем взаимозависимее экономики, чем взаимозависимее страны, тем более стабильных отношений. Зачем нашим странам региона нужна экономическая интеграция? Первая причина заключается в том, что сейчас важнейшим фактором экономического развития во всем мире, во всех экономиках является разделение труда. Еще Адам Смит заметил, что это очень важный фактор, который позволяет повышать уровень благосостояния населения и развитию экономики. Потому что нет смысла самим все производить. Надо специализироваться на том, что у нас лучше всего получается. В этом смысл международного разделения труда. И, соответственно, если страны региона
интегрируются в единое экономическое пространство, у них больше возможностей для такого разделения труда, потому что нет границ для пересечения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, и они могут более целесообразно распределять, скажем так, обязанности между собой. Это происходит несознательно, не правительство собирается договариваться, а бизнес, рынок сами определяет, кто на чем будет специализироваться. А без этого просто современная экономика невозможна. Вы знаете, что сейчас в мировой экономике растет роль региональных союзов. Экономика, она должна расти в рамках привязки с кем-то. Ни одна страна сейчас не может противостоять глобальным вызовам экономическим. Поэтому я считаю, что самое отрицательное то, что Центральноазиатский союз, он все-таки не нашел какого-то экономического завершения. Желание было, но я считаю, что амбиции наших руководителей, они привели к развалу. Кроме того, что у нас распалась страна, перестала быть единая валюта, появились границы там, где их никогда не было, и это, естественно, мешало налаживанию новых связей, развитию торговли, здесь большую роль, на мой взгляд, сыграли субъективные факторы, когда просто наши правители элементарно не могли друг с другом договориться. Даже в тех вопросах, где можно было иметь взаимную выгоду, амбиции, какие-то политические амбиции не позволяли строить взаимовыгодные отношения. И мы должны четко понимать, что наше экономическое развитие и создание конкурентоспособной экономики наших стран и региона невозможно без политических реформ. Невозможно. Это будет тяжело сделать. То есть, условно, когда система авторитарная, а вы хотите создать еще и свободную экономику. Не получится, потому что психология авторитарной системы состоит в том, что тот, кто ее создает, и те, кто ему служат, хотят контролировать все. И они боятся, что где-то в каком-то сегменте появится свобода. Потому что если там это появляются люди и лидеры, которые могут бросить им вызов. А если нету конкуренции, нету, скажем так, вот этой мощной динамики, это застой, это болото. И к чему это приводит, мы это все хорошо видели. На примере Советского Союза. Да, который развалился по разным причинам, в том числе из-за неэффективности экономической модели. Современная экономика, главный двигатель экономического развития – это технический прогресс, это инновации. 90% экономического роста – это результат инноваций технического прогресса. Мы живем в фантастическом обществе, где инновации возникают буквально каждый день. Для того, чтобы двигаться, даже не для того, чтобы, скажем так, опережать другие страны, а просто хотя бы в хвосте двигаться и не отставать сильно, мы должны прежде всего внедрять достижения современного технического прогресса. Для этого мы должны иметь открытые экономики, для этого у нас должен быть благоприятный климат для инвестиций, а для этого у нас должна быть, например, хорошая правовая среда, потому что инвесторы, если плохие законы или плохая судебная система, они тоже приходить не будут. А инвесторы, это, как я уже говорил, это прежде всего инновации, инвестиции, технологии. Слабый уровень развития производственной и транспортной инфраструктуры, демократических институтов, включая независимую судебную систему, свободу слова, гражданское общество, а также высокий уровень бюрократии и коррупции, в целом плохой инвестиционный климат оказывает негативное влияние на привлечение иностранных инвестиций в Центральноазиатский регион. Многих инвесторов из развитых стран отпугивает и такой внешнеполитический фактор, как отсутствие стабильности в соседнем Афганистане. Они чувствуют большой риск для своих инвестиций и отказываются от реализации крупных проектов в регионе. Поэтому в последние годы Китай становится основным инвестором для всех стран Центральной Азии. Фактор безопасности – это близость к Афганистану, который некоторыми экспертами рассматривается как угроза, а есть также когорты экспертов, которые рассматривают Афганистан как и возможность тоже. Но факт остается фактом, риторика не всегда позитивна, и для международных инвесторов это все еще продолжает оставаться фактором риска. Инвестиции идут только туда, где идет стабильность, где власть сидит уверенно и где гарантирует возврат и неприкосновенность этих финансовых ресурсов. А сейчас этого, к сожалению, нет. Мы должны, соответственно, создавать благоприятный инвестиционный климат через правовую среду, через судебную реформу, через политические реформы, потому что если у нас, скажем, авторитарные режимы в наших странах, это тоже нехорошо влияет на экономическое развитие и нехорошо влияет на инвестиционный климат. То есть комплексно мы должны менять правила игры в нашем регионе. Мы переходим от плановой советской экономики, от, по сути, тоталитарного общества к рыночной демократической системе. А это означает колоссальная смена правил игры. Какие-то правила мы уже поменяли, например, вот еще в 90-е годы там, либерализовали цены, появились свободные рынки, появилось частное предпринимательство, либерализовали валютные рынки, появились банки.
А какие-то правила мы до сих пор не поменяли, особенно в политической сфере. И если мы хотим ускорять наше развитие, в том числе в экономике, мы должны эти правила менять. И экономические правила, и правовые, и политические правила. Самый главный тренд – это экономическая интеграция. Надо простраивать логистические маршруты. Это без кровеносных сосудов экономики наших стран не будут развиваться. Нам нужны железные дороги, авиатранспорт, открытое небо над всеми странами Центральной Азии. Интермодальные перевозки, да, выходы на Мешхед, выходы на порта Босфора, да, выходы на порта Лиянган. Все эти дороги в Китай, в Иран, в Европу надо простраивать. Как можно больше хороших автомобильных железных дорог, как можно больше авиасообщений и как можно больше внимания экономике. И, к сожалению, как можно больше внимания армиям и политическим системам. Потому что если мы будем иметь сильные армии, у нас будет мир. Если мы будем иметь демократические открытые политические системы, у нас будет инновации. Несмотря на все усилия, странам Центральной Азии так и не удалось создать экономический союз или единое экономическое пространство. Потому что на экономическое развитие и региональное сотрудничество в этой сфере сильно влияют такие важные факторы, как политика и безопасность. На ваш взгляд, который из них имеет большее влияние? Выберите одно из двух – политика или безопасность.